Между артистами и зрителями в этот раз нет занавеса. Худрук осетинского театра Ги Вивалиев демонстрирует все технические возможности сцены. От кругового вращения до порыва ветра и даже снега. Именно он создает невероятный эффект присутствия во время спектакля «Послы гор». Магию, которая обычно скрыта за кулисами, раскрыли тем, кто остался после постановки на праздник. Осетинский театр свой профессиональный праздник отметил улыбками гостей и труппы. Программа началась с национального танца, такого же утонченного, как и молодые артисты, которые его исполнили. У молодых артистов, по словам Ги Вивалиева, много упорства и трудолюбия. Именно это главный залог успеха наряду с талантом. А им артисты точно не обделены. И станцевать, и спеть, и продекламировать стихи на русском и осетинском языках. Ко Всемирному дню театра североосетинские артисты готовились в свободное от спектаклей время. В итоге программу собрали за неделю из оригинальных номеров и тех, что уже были в постановках. Нам просто очень приятно быть вместе со зрителем, ощущать вот такой праздник. Реально ощущение, как будто у меня день рождения, мне хочется кричать «Спасибо всем!». Но для нас это очень важно понимать, что мы нужны зрителю, что у нас он есть хороший такой, добрый, и тот, который всегда будет нам хлопать и вот так нам радоваться. Ночь в театре популярна в Москве и других больших городах практика. Североосетинский государственный академический театр в нашей республике первый, кто опробовал такой формат живого общения с артистами. Зрителям он пришелся по вкусу. Теперь, говорят гости, хочется посещать спектакли чаще, потому что лица, которые обычно видишь лишь со сцены, стали ближе. Люди будто заново познакомились с творческим коллективом. Это было очень захватывающе увидеть сцену изнутри, этот снег, как это устроено. Я стала намного ближе к театру, появилось желание сюда чаще приходить. Доволен творческим экспериментом и художественный руководитель театра. В обычные дни заходить за кулисы и выходить на сцену осетинского театра людям, естественно, запрещено. Но тут, если руководство и пошло против правил, то исключительно ради зрителей, тех, кто поверил в идею и остался поддержать коллектив. В этот момент я был не руководителем, я был человеком, который знакомится с сценой. И пусть это будет самое малое, что они сделали не по правилам сцены. Зато они, мне кажется, по-другому начнут чувствовать сцену, по-другому начнут понимать актерский труд, труд художника, некую магию театра. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы прыгнуть. Гостей на празднике собралось много. Руководство и артисты не думали, что пятничным вечером удастся собрать такое количество любителей театра. Чем удивить труппу в следующем году, пока остается загадкой. Но уже понятно, что оставаться наедине со зрителями осетинский театр теперь будет чаще. Дана Малышева, Давид Костанов, Вадим Панченко, 15 регион.